В 2014 году Россия, нарушив международное право, оккупировала Крым, территорию Украины. Начались репрессии в отношении коренного крымско-татарского народа. Сегодня в Крыму почти полностью уничтожены возможности свободной гражданской деятельности. Крымские татары неофициально признаны источником опасности для де-факто властей. Из 300 тысяч людей десятки тысяч людей вынуждены были уехать на материковую часть Украины. Большинство из них – представители молодежи. Их права ограничены. С одной стороны, они пытаются информировать украинское и международное сообщество о ситуации с нарушением прав в Крыму и постоянно поддерживать эту тему. С другой, на эти... Представительство благотворительной организации из России, которая работает в более 17 регионов на территории Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу. Это ложь. Прошу вас соблюдать права Российской Федерации. Это ложь. Excuse me, please. Point of order is for member states. Only member states have the right of point of order. If you have any statement or comment to make, please record your name and the secretariat will bring you down here and you will be given the opportunity. But this is absolutely not a point of order. I ask the speaker to continue his statement. Thank you. Спасибо, господин председатель. Благодарю, господин председатель. Из 300 тысяч крымских татар десятки тысяч людей были вынуждены выехать на материковую часть Украины. Большинство из них – представители молодежи. Их права ограничены. С одной стороны, они пытаются информировать украинское международное сообщество о нарушении ситуации с нарушением прав в Крыму и постоянно поддерживать эту тему. С другой стороны, за свои действия они подвергаются давлению и репрессиям со стороны де-факто власти. Молодые люди активно преследуются де-факто властью за участие в общественной жизни. Первой жертвой стал крымский татарин Ришат Аметов, который в 2014 году вышел на одиночный пикет против оккупации Крыма. Его насильно похитили люди в военной форме. Позже его тело нашли со следами пыток. В 2016 году был насильно похищен член исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар Эльвин Ибрагимов. Это зафиксировано на видеокамеру, однако уже более 1,5 лет его местонахождение остается неизвестным. В марте этого года в городе Феодосия сотрудники ФСБ задержали Эмиля Мухтеремова. Его вывезли в поле, запугивали, угрожали и склоняли к сотрудничеству. В сентябре этого года сотрудники ФСБ задержали Рената Параламова. Он был также подвержен пыткам, ФСБ склоняла его к сотрудничеству. На следующий день после задержания его нашли на автовокзале со следами пыток. Сам Параламов заявил, что сотрудник ФСБ пытали его электрическим шоком, повредили челюсть и угрожали изнасиловать металлической трубкой. Thank you. Next speaker on the list is the European Union of Public Organizations for Human Rights.